Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, дорогие гости. Хош келдиңиз, аяулуу конактар. Мы рады приветствовать всех присутствующих в этом гостеприимном шатре Рамадана. Сегодня в нашем шатре Ногайский вечер. И мы предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную Ногайской общиной города Москвы. Как и все мусульмане, мы начинаем сегодняшний вечер с прочтения священного Корана. И приглашаем на сцену нашего турецкого гостя Селяви Сечкина. Прошу приветствовать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. الفاتحة.
Месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран, как руководство для людей, разъяснение прямого пути и развлечение добра и зла. И те из вас, кто застанет этот месяц, пусть постится во время него. Вот эти строки из Священного Корана только что были прочитаны, дорогие друзья. Как известно, сейчас у мусульман время обязательного поста. И мы особенно рады, что сегодня нам удастся после целого дня, проведенного без еды и питья, вместе с вами вкусить пищу в нашем шатре. Сегодня Ногайский вечер в шатре Рамадана. Приведем вас в краткие сведения о нашем районе. Ногай – один из древнейших народов Евразии, проживающий в России, в Астраханской области, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской республике, в Крыму, Ставропольском крае, Чеченской республике, в Казахстане, Турции, Румынии и ряде стран Европы. Ногайцы – мусульмане, сунниты ханафитского мазхаба. Дорогие гости, вот уже 5-й год подряд в московском шатре Рамадана по инициативе Ногайской общины проводится Ногайский вечер. И мы приглашаем одного из старейшин этой общины, председателя попечительского совета Ногайской общины, заслуженного врача Российской Федерации, главного врача детского санатория Клязьма Салтанбека Нукаевича Арсланова, сказать свое приветственное слово нашим гостям. Приветствую. Мы действительно сегодня участвуем при большом мероприятии. Это священный месяц Рамадан, который дал нам милость, ниспослал нам благодетельство на наш Всевышний. И вот этот сегодняшний вечер, сегодняшний сбор, мы с удовольствием должны, с удовлетворением отметить, что этот вечер благотворительный, культурный проект «Шатер Рамадана» сегодня отмечает свою 10-летнюю годовщину. И хотелось бы с удовлетворением отметить, за этот период этот проект получил свое очень мощное поступательное движение. Этот проект сегодня перенят очень многими субъектами федерации, городами России, где проводится вот так вот месяц Рамадан, такое большое мероприятие, большой проект. В этом проекте участвуют представители многих субъектов Российской Федерации, ну, в частности, конечно же, мусульманская умма этих субъектов. Представляют также сейчас вот у нас представители дальнего зарубежья, представители многих обществ, общин. И вот 5-й год в этом мероприятии участвует и наша Ногайская община. Ногайская община – это региональная общественная организация Ногайская община ногайцев города Москвы, которая организована, может быть, не так давно, но она имеет свою определенную уже историю и свои определенные достижения. Потому что кроме взрослого контингента этой общины в делах и интегрирована в жизнь нашего мегаполиса еще представители молодежного блока. Так что все, в общем, проводятся все мероприятия, которые под эгидой нашей общины. И в частности, вот эта программа, которая разработана на сегодня. Вот сейчас вот уважаемый наш Азиз подчеркнул, что ногайцы проживают в основном в 5 субъектах Российской Федерации. Это компактно проживает. Но сегодня с удовлетворением хотелось бы отметить, что в нашем сегодняшнем вечере участвуют наши соплеменники, братья с Крыма. Вот здесь вот флаг, тарах крымский, крымско-татарский, поэтому я хотел бы попросить вас их поприветствовать. И, конечно же, вот это вот шатер Рамадана, он уже вошел в историю, и очень многих людей он объединяет мусульманскую умму,
объединяет людей, потому что ведь в этом мероприятии, вот в вечернем ифтар, участвуют не только мусульмане. Этот зал, посмотрите, посещают жители ближайших домов, ближайшего региона, района. И если посмотреть вот отзывы, то, в общем-то, в отзывах даже больше свои добрые слова, добрые пожелания пишут не столько мусульмане, а сколько представители других конфессий, других народов, что очень тоже приятно отметить. И здесь, в общем-то, хотелось бы еще сказать, что сегодня разделить вот наш сегодняшний день, сегодняшний вечер, приехали наши земляки с разных регионов, не только нашей страны, но и зарубежья. Здесь вот с удовольствием можем отметить участвующих. Здесь вот представитель, наш уважаемый Смет, который художник, представляет Крым, но он участвует во многих начинаниях и во многих мероприятиях, которые проводят нагайцы. В частности, это было в 2004 году, когда международный фестиваль нагайцев был в Махачкале. После этого в Санкт-Петербурге и во многих других начинаниях, за то, что мы ему очень благодарны. Здесь, конечно же, присутствует наш уважаемый брат, близкий человек, в общем-то, его можем назвать человек мира, Арсланбек Султанбеков. Да. Это человек, которого мы все знаем, очень ценим, которым мы очень гордимся. Он представляет нагайцев не только в Астане, где он постоянно проживает. И сейчас, в общем-то, он привносит нашу культуру, привносит наш язык, наши песни, это в Турции. И поэтому мне не хотелось бы очень сильно занимать ваше внимание, но тем не менее я хочу сказать, что, в общем-то, поблагодарить актив нашей общины нагайской города Москвы, вот находящиеся в этом зале, тех, которые нет, но которые, в общем-то, вносят достойный вклад в развитие дел нашей общины. И, в общем-то, конечно, хотелось бы, наверное, отметить, потому что этот шатер Рамадана, этот проект, который был разработан Духовным управлением мусульман, Советом муфтиев России при поддержке правительства Москвы, что, в общем-то, очень приятно отметить, и это мы отмечаем с большой благодарностью. И я, конечно же, вот так вот закругляя свое такое небольшое выступление, хотел бы сказать, что мы, нагайская община, в дальнейшем тоже обещаем участвовать во всех наших мусульманских начинаниях, во всех мероприятиях по мере возможности. И вот я считаю, что, в общем-то, 18 числа этого месяца состоится Сабантой московский. Я думаю, что наша община тоже на нем будет принимать занимать свое достойное место, принимать очень активное участие, на что вот так вот мы вас приглашаем. И, конечно, я так вот хотел бы с удовольствием отметить, сегодня, как у нагайцев говорят, «Сенгельмедин йол гельды», вот сегодня у нас участвует здесь наш уважаемый Альбек Мурзаев, который, в общем-то, находится сейчас, наверное, даже в дальнем зарубежье. Он находится в Алжире, в Марокко. Но вот сегодня так получилось, что он приехал и находится здесь вместе с нами разделить вот эту вот трапезу. Так что спасибо вам большое. Желаю вам всем приятного вечера. Көп сау болыңыз, Султанбек Нукаевич. Заман тауып келген үшін біздің ной кешесіне. Мы благодарим уважаемого Султанбека Нукаевича за то, что, несмотря на большую занятость, он нашел время сегодня в знаменательный для нас день быть рядом с нами и поддержать нас. Ну что ж, наш ветер продолжается, дорогие гости. Сегодня в этот священный месяц, когда мусульмане днем и ночью восхваляют Аллаха и читают благословение пророку Мухаммаду, мир ему и милость Всевышнего, и мы не хотели бы оставаться в стороне. С музыкальным приветствием любимому пророку, а также всем гостям нагайского вечера, перед вами выступает Абудин Нурлубаев. Встречайте. Ассаламу алейкум, ямагат ногой халкун.
келдің, яқшы келдің, Алладан бізге себеп. Мархаба сыйлы келдің, макрух халықты көтердің. Мархаба саға хабиб, зар болған халқым сенсіз. Мархаба саға хабиб, бары халықтың насыбы. Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Хабибаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Хабибаллах. Мархаба я мархаба, ақ биялладан таза. Мархаба я мархаба, ақ судан да сен таза. Ақ yüzüyüm сақ сөзі, бізді бірге жинады. Алладың сен себебі, Алладың сен игісі. Алладың сен себебі, Алладың сен игісі. Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Хабибаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Хабибаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Хабибаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулаллах. Ла иляха илляллах, Мухаммад Хабибаллах. Сау болыңыз, құттықтаймын сізді Рамадан айыңыз панна ғой халқым. Алла қабыл етсін. Сау бол, Абудин қардаш, көп мәлелі беру үшін. Мы готовы приятно представить нам следующего уважаемой публики дорогого гостя из Крыма, талантливого мастера кисти, члена Союза художников России, России и Украины, Исмета Шейхзаде. Давайте поприветствуем его. Ассаламу алейкум, азиз достарымыз, туғанларымыз. Я приехал из Крыма. Как известно, недавно это новая часть Российской Федерации. И, скажем так, вот этой большой нашей общей уммы с большим горячим приветом и с поздравлениями, иншалла, мына Рамазан айынларын девамында сіздің бүтін истеклеріңіз, башланғачларыңыз ару етіп, еріне келсінде, Алла насып етсін бүтін шелеріңіз ару Аллаху айтлы келтірсін, иншалла. Поэтому данное мое выступление я посвящаю, в общем-то, вот нашей древней великой истории. Я привез в данный момент не свои авторские произведения, а именно вот традицию ногайской, скажем, шире степной дипломатии, вглубь времен уходящей. И поэтому вот небольшой, короткий, но такой экскурс в нашу, в общем-то, дипломатию Великой Степи, я это назвал. Пожалуйста, вашему вниманию, а пока следующий слайд. Дипломатия Великой Степи.
В данном случае в исполнении поздних чингизидов, ханов, гиреев. Ну, всем, наверное, известно, что ханы гиреи – это правящая династия Крымского ханства, но на самом деле это продолжение, конечно, традиции Великой Золотой Орды, Джучиева Улуса. И вот краткий экскурс вашему вниманию на основе документаций, которые сохранились в некоторых архивных собраниях России, Крыма и зарубежных стран, в принципе. Ну, началось все с завоеваний великого Чингисхана. Все мы потомки и дети тех традиций, потому что трудно переоценить тот эффект, то влияние, которое оказала та цивилизация. Во многом поздние государства, вот, легшие вот в этот контур, скажем так, Монгольской империи, они продолжили традиции этой империи. И мы видим с левой стороны, вот вы можете наблюдать такую пайдзу. Это монгольский такой древний удостоверительный знак. Он исполнялся из серебра с позолотой, и на нем вот древним таким уйгуро-найманским наречием и в графике уйгурской древней письменности давались такие верительные грамоты. Ниже вы можете видеть такую красную печать, квадратную. В данном случае это поздняя тайшей печать, но тем не менее вот мы увидим, как генезис этих традиций распространялся и в поздний период. Значит, ранний период нашего охвата времени – это 15-16 века. И это Девлет-Сарай. Девлет-Сарай – это под Бахчисараем. Вот вы можете видеть это богословие. Здесь исламское богословие с двух сторон на гробнице основателя крымского юрта, династии ханов-гиреев. Это Хаджи Гирай-хан. Его сын, продолжатели его традиции, это Менгли Гирай-хан, сын Хаджи Гирай-хана. И вот тот самый хан, который престол Золотой Орды перенес из Сарая на Волге в Бахчисарай в Крыму. И продолжение этого государства вот здесь в титулах указано на портале знаменитом Демир-Капу, «Железные двери». Здесь титул Менгли Гирей-хана, который в центре орнаментирован тамгой Менгли Гирей-хана в исполнении итальянского мастера Оливиза Нового, который в Москве построил позже Архангельский собор Московского Кремля. И вот один из первых документов Крымского архива – это ярлык Мухаммед Гирей-хана. Это начало 16 века. И вот вы видите, вот в таком сохранении дошли эти документы. И тут же те самые квадратные, да, печати, нишаны, уже нишаны с мусульманским протоколом. Здесь вы видите Мухаммед Гирей-хан и слово «сözümüz». Вот здесь написано Мухаммед Гирей-хан «сözümüz». Это значит «слово наше». Вот такую формулу «слово наше» мог ставить только хан по отношению к своим подданным. Следующий документ – это Сахиб Гирай-хан. Это сын Менгли Гирай-хана. И вот его тугра, теперь вы видите, это его герб, личный, да, Сахиб Гирай-хана. Он заключает в себе 9 знамен, которые подняты вот здесь, вот над этой государственной печатью. 9 знамен, символизирующие знамена Чингисхана, конечно же. Те самые, да, в традициях которого чингизиды пребывали позже. Это печать Газы Гирей-хана и, соответственно, голубая и алая государственные печати Сахиб Гирай. Еще один документ Сахиб Гирай-хана. Опять мы видим его герб. Отступается белое поле. Вот небольшое ваше внимание хочу привлечь на этот изобразительный акцент. Белое поле отступается от текста, а дальше синий нишан, малая государственная печать, и алый нишан, большая государственная печать. Так вот, смотрите, что мы наблюдаем? Белый, да, синий и красный. Вот цвета власти, в общем-то, Золотой Орды. Малая печать расшифровывается в своем тексте. Это куфическим шрифтом набранный текст в печати, собственно. И богословие «Бисмилляхи рахмани рахим», «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах», то есть шахада. И дальше формула власти. Там сказано, что «Скажи, Аллах, ты обладатель царства, и даруешь власть тому, кому пожелаешь». Великий государь Сахиб Гирай-хан бин Менгли Гирай-хан бин Хаджи Гирай-хан.
То есть власть принадлежит Богу Всевышнему. Следующий этап – это у нас документ 17 века. 17 века Бахчисарай. Это письмо известного хана Газы-Гирей хана, адресованное к московскому царю Борису Годунову, конец 15 века, 16 точнее века. И вы тут видите его перстневую печать. Газы-Гирей хан – это хан-композитор, поэт, прославился тем, что он написал более 80 произведений музыкальных, и около 70 произведений есть и расшифрованы в антологии османской музыки классической. Он композитор. Это письмо, знаковый документ уже 17 века, письмо Крым-Гирей хана Калги. То есть это второе лицо государства крымского юрта Золотой Орды. Да? И вот в протоколе вы везде можете увидеть у ханов, вот здесь в тексте, такое богословие. Вот везде вы можете видеть золотом написанное богословие. Начинается с формулы «Тангра табарек ве тааляның рахими» и перечисляются титулы самого хана. И он перечисляет страны и народы, владетелем которых он является. Это опубликовано в книге Сагита Фаизова, желающие могут ее найти. И перечисляются народы, которые подвластны этому хану, то есть основа государства. Обязательный компонент титула вот, всех ханов – это первым образом идет богословие, само собой, потом барча татарлар, то есть все татары, сайшсыз ноғайлар, бесчисленные ноғаи, тах арада яшаган черкеслер, это черкесы, живущие, да, в горах, и так далее он перечисляет другие люди. И вот это вот знаменитый документ Селим-Гирей хана. Селим-Гирей хан – это хан Хафыз, он наизусть знал Коран. И вот слева вы можете видеть подлинный постер с этим документом. Это богословие с этого документа переводится как «хуа», то есть «он», имя Аллаха, местоимение. И это печать с этого же документа с тамгой в центре. Вот запомните этот документ, пожалуйста. И коротко мы смотрим на период как раз 17 века. Это Ислам-Гирей хан с его грамотами, которые он отправлял к московскому царю. В основном дипломатия с московской царской канцелярией. Это Адиль-Гирей хан. Это Бахадыр-Гирей хан. Все грамоты украшены растительным орнаментом. И соответственно... Я думаю, мы еще вернемся, да? У меня еще минута, секундочку. Да. Значит, вы можете наблюдать такой интересный момент, что шлейф стугры хана распространяется во всю ширину текста, видите? То есть текст, это вот находка уже Сагита Фаизова, ученого, текст символизирует свой народ под благодетельным, да, верховенством ханского трона в данном случае. Спасибо. Көп сау болыңыз, hörmetli İsmet Bey. Дорогие друзья, мы еще не прощаемся с Исметом. Чуть позже наш гость покажет и расскажет нам еще много интересных материалов. Ну что ж, наш вечер продолжается. Скажите, кто из нагайцев не знает песню «Новаэль»? Или «Домра», или «Лашынгуз»? Вы уже догадались, о ком я говорю. Человек, воспевший произведения средневековых нагайских поэтов, разнесший славу нагайской песни далеко за пределы своей родины, народный артист Карачаево-Черкесской республики, заслуженный работник культуры Казахстана и, пожалуй, самый популярный нагайский исполнитель современности Арсланбек Султанбеков. Встречайте! Ассаламу алейкум, ямағат, салам алейкум, ноғайлар, аптелер, қарындаслар. Тек түнеуін келгенім мен Түркияның башкенті столицасы Анкарадан. Анкарада да, Аллаға шүкір, біздің халқымыз аяқ үстіне келіп, аяқ үстінде біз ноғайларымыз деп мындай жиналыстар көп болады. Оларда Москвада мындай икон игілік Рамадан кешесі деген, ифтар кешесі дегенді ескенде оларда бек сүйінді. Икон салам айтарсын бізден деді. Салам алейкум Түркиядан. Түркиядан ойлардан.
мен сізге лашын құс шал киіздің несін жырлап естіргім келеді. Білесіз, біздің Ноғайдың культурасы, мәдениеті тереңге кетеді. Бізде шал киізді біздің классик деп айтамыз. Шал киізден соң Асан Қайғылы бар, Қазтуған бар, Досмамбет Азаулы бар. Онан соң Ноғайдың 40 батыры деген икон эпосымыз бар. Ондай материалман мақтанғандай Россияда да болсын, дүнияда да болсын аз халықлар. Біз мақтанма боламыз әрбір жерде Ноғайман дегенде, Ноғайдың өзінің тарихын білгенде, со дестанды сөйлегенде әрбір халық ғажайып болады. Соның үшін біздің Альби Романов музыкасын шығарған шал киіздің сөзлеріне білесіз болыр, мына Ашим Сикалиев деп бір кітапты шығарды. Шал киіздің Асан Қайғылының бірінші керем шығарған. Сол дүниядағы, түрк дүниясында икон резонанс берді. Соның ішінен бізде ер жазатанлар, оқитанлар, тарихын үйренгетен адамлар сол кітаптан көп зат білдік. Шал киіз, лашын құс. Лашын құс, игі құс, қанаты қысқа болса, не болдай, не болдау. Қатар бұзып бол айуан, ұтың тері алған соң, қарқырасы кішкей болса, не болдай, не болдау. Қатар бұзып бол айуан, қастың тері алған соң, атадың ұлы ер егіт, ярлы болса, не болдай. Сөскеннің дұшпанның ярмай өттің алған соң, арқыдан қашқан қоянды арғымағым аямай, қабыры қалап жетпей оқламан, оқламан, оқламан. Басымды менім қорласа, көп туғаным yoqlamан, yaxшылардан кем көрсе, яманларман тең көрсе, аяғына менің басыма етеглеп алтыным ұйса, тоқтаман, тоқтаман, тоқтаман. Лашын құс, иі құс, қанаты қысқа болса, не болдай, не болдау. Қатар бұзып бол айуан, ұтың тері алған соң, қарқырасы кішкей болса, не болдай, не болдау. Сау болыңыз, Арысланбек Акай, келгеніңіз үшін. Дорогие друзья, нам очень хотелось бы, чтобы 5-й юбилейный Ногайский вечер в шатре Рамадана надолго запомнился вам. Поэтому сегодня с нами Арсланбек Султанбеков и Ислам Сатыров, которого также знают и любят все, кто ценит ногайское музыкальное искусство. Но живя в тесном контакте с другими братскими народами, мы не можем ограничить нашу программу только ногайскими исполнителями. Сегодня поддержать наш вечер приехал гость из Татарстана, наш татарский брат Ильгиз Шайхразиев, который исполнит нашид на ногайском языке специально для нас. Давайте поприветствуем. Ассаламу алейкум. Барызға да Татарстаннан көп етіп сәлем.
kişide Tuğdu nurlu peygamber Söyündürüp barında Meryem ve Nasiyet Bala kayrin gördüler Boylediler aydülep Esret etip söylediler Merhaba ya merhaba Bizge iman beriniz Merhaba ya merhaba Kaygımızda göreniz Mevla'dan da alemine merhaba Bizge iman beriniz Merhaba da göreniz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Habiballah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Susağanan Emine kızları geldiler Savunluğu servetti susınına verdiler Abbaq edi yollardan tatlı edi yollardan Tahsin edi yollardan talqın edi yollardan Adlarını da kuvup geldiler ferişteler Bünlü Resul girdi merhaba durdular Mevla'ya salli ve sellim daimen abada Ala habibike hayril halki kullihim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Habiballah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Sayıları ayında 12. gecede Tuğdu nurlu peygamber Söyündürüp barında Meryem ve Nasiyet Bala kayrini gördüler Töle kıştı melikler Merhaba durdular Merhaba ya merhaba Bizge iman veriniz Merhaba ya merhaba Kaygımızda göreniz Mevla'ya salli ve sellim daimen abada Ala habibike hayril halki kullihim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Habiballah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Rahmet olsun. Бигзур Рахмет Кадрлы Эльгиз Эфенди. Мы благодарим нашего уважаемого гостя из Татарстана за душевное исполнение нашего нагайского нашида. Прозвучавшая песня, дорогие друзья, воспевает рождение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как самую большую радость и чудо, которое Всевышний послал людям. Как и все мировое мусульманское сообщество, нагайцы любят и почитают своего пророка Мухаммада, мир ему, и слагали в честь него множество стихов и песен на своем родном языке, многие из которых, к сожалению, не сохранились. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ушел из нашего мира более 1400 лет назад. Но его учение продолжает жить и будет помогать нам в жизни до самого суднего дня. Слава Всевышнему Аллаху, что среди нас есть такие имамы, богословы и проповедники, которые доносят до нас истины ислама, Корана, пророка Мухаммада, доступным языком в личном примером. Шамиль Аляудинов, один из самых популярных мусульманских просветителей современной России и СНГ, полюбившийся благодаря своим книгам и проповедям многим мусульманским народам, в том числе и нагайцам. С огромным удовольствием мы приглашаем уважаемого Шамиль Хазрата на сцену для приветственного, а может быть и напутственного слова собравшимся.
Альхамдулилля, вассалату вассаляму аля сайидна Мухаммад. Что-то уже порой под конец дня селенок особо не остается. Не знаю, как у вас. Я, как обычно, в своем режиме, в том числе и уделил внимание фитнесу. Но что-то смотрю, ну и много тоже работать пришлось сегодня. Но смотрю, уже селенки так немножко уже поубавились за целый день. С нагайским народом я близко познакомился в 91 году. Один из моих ближайших друзей, давних друзей, это Мурат Заргишеев. Как раз тогда он был депутатом Верховного Совета. Мы очень близко, очень так, чуть ли не ежедневно созванивались, общались. Очень такое доброе, близкое у нас общение было. И я очень много полезного для себя подчеркнул вообще из общения с ним. И последующие годы в том числе. Вначале была очень интересная некая такая, не знаю, заставка или же демонстрация отдельных исторических фактов. И в этом контексте я думаю, что как раз вот ту основную мысль, которую я хотел сегодня озвучить, задумываясь о том, что буду говорить в последние часы, она как раз сочетается вот с этими документами, с историей нагайского народа. Ведь разные этапы, тем более этап коммунистического такого прорыва, пробега, да, где-то разрушения, он задает определенный ритм, в том числе и нашим генам. То есть на каком-то этапе была очень серьезная сила. Сила, мощь, единство и так далее. На каком-то этапе немалое количество людей, они были сломлены. На этапе, там, я знаю, где-то английская колонизация, где-то была там коммунистическая, та же самая жестокость. И, как говорят те же самые сегодняшние современные медики, человек даже на протяжении собственной жизни может очень серьезно внести вклад в свои гены. То есть какие-то гены в большей степени активизировать, а какие-то, наоборот, свести на минимальный уровень влияния на человека. Сегодня об этом в том числе пишут, и нет такого понятия, и наука все больше это доказывает, в том числе нейробиология, что человек вот такой, как очень часто люди говорят, вот я такой и все. Нет, абсолютно нет. И если мы с вами каждый день работаем со своим телом, интеллектом, душой, в том числе в контексте месяца Рамадан, то мы знаем, что работа это легкая или сложная? Это работа, да, непростая. Работать со своим телом – это больно очень часто, но потом ты можешь одеть достаточно такой симпатичный костюм или приталенную рубашку и будешь себя хорошо чувствовать, да, или там такое красивое платье, стройно, все прекрасно. Но это каждодневный труд. Голова – это каждодневный труд. То же самое материальный достаток, чтобы его иметь, это каждодневный труд. Но наверняка вы замечали, когда у вас появляется, вот вы мечтали в жизни, что у вас будет там на каком-то этапе машина, потом квартира, потом дача. Ни о чем большем вы не мечтали. Но в итоге через 10-20 лет вы все это имеете. Но не больше. Вы мечтали о 5 детях там, или о 3 детях и не больше. Так вот, что я хотел сказать. У нагайского народа исторически, генетически есть очень серьезный потенциал. И, к сожалению, очень часто мы своей пассивностью, инертностью, своей ленью, своим где-то безучастием, где-то неумением преодолеть собственную слабость, мы сводим этот потенциал на нет, и жизни проходят. Вы наверняка замечали рядом с вами людей, которые становились очень умными, но потом останавливались. Вы замечали людей, которые становились профессионалами в том или ином, в медицине, в науке, но потом останавливались. Вы замечали людей, которые зарабатывали там миллионы долларов, но потом останавливались. И они ни для себя, ни для других в расцвете сил в свои 40 или 50 лет останавливали собственную жизнь. Хотя им нужно было нажать в большей мере на газ и реализовать свою жизнь в свои 50, 60, 70, 80 лет так, чтобы потом остальные сказали: вау, поразительно. У нас все это есть. Мы живем в самом богатом государстве, одном из самых богатых государств мира. У нагайского народа исторически
код генетический тоже есть сильнейшие нации, которые, безусловно, получали серьезные удары, но эти удары должны были делать ее в том числе генетически сильнее. И поэтому на сегодняшний день мое самое большое пожелание каждому из нас с вами, в первую очередь самому себе, чтобы мы, я ведь сам себя знаю, каждый день неохота очередной раз делать шаг, очень серьезно наступать себе на какие-то больные мозоли, заставлять себя физически, интеллектуально, во многие другие вопросы двигаться дальше. Это каждодневный труд, тем более, когда у тебя уже все, что тебе нужно, есть. А ты сделать должен еще больше. На последней проповеди я сказал, что мусульмане должны быть очень богатыми. И один интересный человек там в nauma.ru в соцсетях говорит, ну зачем мне столько денег? Соглашусь, больше 80% людей в мире, тем более в России, я думаю, больше 90%, это люди, которые не привыкли брать на себя ответственность даже за собственную семью, а тем более за собственный народ. Не привыкли. Они ждут пособия государства такого, еще чего-то, помощи другой, третьей. Но давайте все-таки будем, как мусульмане, как тюркские народы, из числа тех, где не 90% бездельников, от кого-то ждущих помощи, а 99,9% людей, которые умеют брать собственную жизнь в собственные руки и как верующие люди становятся лучшими в науке, в культуре, в медицине, в спорте, в финансах и так далее, в экономике, в том числе в политике. Нужно суметь это понять, но потом несколько десятилетий поработать. И представьте себе, если вы меня сейчас услышите, и неважно, сколько вам сейчас лет, мы с вами увидимся через 10 лет, даст Бог, если жить будем, и я надеюсь, что я вас все равно обгоню по разным категориям, потому что останавливаться не собираюсь, но мне будет приятно увидеть вас в этом марафоне жизни. Как раз я сегодня некоторые аяты просматривал. «Фастабикуль хайрат». То есть соревнуйтесь, там такой момент интересный, опережайте, то есть действуйте на опережение, опережайте, старайтесь всегда быть первым в благом, в лучшем. Не просто благое в смысле там какая-то мелочь, в благом в смысле какого-то архитектурного шедевра, какого-то научного прорыва, медицинского центра, там, не знаю, культурного, еще что-то. Там самое разное. У нас этот потенциал есть. И в том числе нужны для реализации подобных потенциалов и финансы. Приглашение, которое я получил, оно здесь подписано Султанбеком Нукаевичем. Эту книгу я подарю ему, а он уже, в свою очередь, если увидит, что она ему не столь интересна, но есть более сильный, перспективный человек, который в состоянии зарабатывать миллиарды долларов и в легкую, как зарабатывать, так и тратить на благосостояние собственного рода, то он подарит ее именно такому перспективному человеку. В написании этой книги есть как раз она, в том числе с точки зрения Корана, сунны, о том, что мусульманин должен, обязан быть богатым, очень богатым, сказочно богатым. И в том числе есть конкретные инструменты. Я подключил к написанию этой книги 3 мусульман-мультимиллионеров, религиозно практикующих безвредных привычек, которые создали очень серьезные состояния. И я им сказал, когда их подключал, я говорю, послушайте, мне нужны только рабочие, конкретные, практические рекомендации, чтобы сегодняшние мусульмане как можно в большем количестве становились как можно легче, быстрее, очень богатыми и при этом набожными. Спасибо. Шамиль Хазрат, позвольте вам также небольшой презент от нашей нагайской общины. Большое спасибо, уважаемый Шамиль Хазрат, за то, что почтили нас своим присутствием. Для нас действительно большая честь быть рядом с вами и вместе совершать ифтар. Ну что ж, да, все такой заряд получили, действительно, положительный. Теперь осталось это все применить на практике. Наш вечер продолжается, и на сцене вновь Арсланбек Султанбеков совместно с Исламом Сатыровым, который ознакомит нас с древним инструментом кыл-кобыз.
с вашего позволения, пару слов скажу о Кылгобузе. Кылгобуз вообще сегодня уже принято считать прародитель сегодняшних скрипок, виолончелей. Это древнейший инструмент, и наш народ наряду с другими тюркскими народами использовал его. У нас, как правило, его считают Коркут Ата, создал этот инструмент, и он, пару слов, сделан-то, в общем-то, из дерева, диффузором служит вот эта часть, это кожа верблюда. А струны, две струны, ну, насчитывает 110 волос, это хвост лошади. И первая струна 50, вторая 60 волос. Мы сейчас... Есть одна легенда нагайская, когда Коркут Ата ее создал, он заиграл на нем, и хорошая музыка прозвучала, и Азраиль, алейхиссалам, приходит за его жизнью, и, слушаясь в эту музыку, он засыпает. И Коркут Ата долго жил, несколько сотен лет, и потом, уже когда надоело, он просил у Всевышнего: Аллах, забери у меня жизнь, я, говорит, уже не могу. Тогда, говорит, Азраиль проснулся. Вот такая краткая нагайская версия этой легенды. Раз. Ну а теперь всем известная песня всему тюркскому народу. Это Домра.
Тағы да бір кере қайырлы ораза болсын. Қайырлы сәтке я Алла. Көтеріле берсін оғайларымыз. Бізде бұл дүнияда Алла Тағала білет етіп берген, бізде икон халық болып, артымызда, есімізді ару халық деп қалдырғандай Алла берсін бізге сондай насіп. Sazın esken ataylar, manesinde esbergen anaylar. Eskenine oy verip, yüreklerge ses verip, göz yastı kızganmazlar. Eskenine oy verip, yüreklerge ses verip, göz yastı kızganmazlar. Batırları kulamagan tönünde, yüreklerin götürgen, soğuslarda güç bergen, köptü görgen domburan. Yüreklerin götürgen, soğuslarda güç bergen, köptü görgen domburan. Hey domburan. Дорогие друзья, 2 апреля текущего года в Московском Доме национальности состоялась презентация фильма «Камбак. Перекати поле», автором которого является молодой ногайский режиссер, музыкант и композитор Ислам Сатыров. Фильм рассказывает о традиционной народной культуре ногайцев, проживающих в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Дагестане и Астраханской области. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этого фильма. Внимание на экран. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أكرم يا أكرم الطاغين أهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ne konuşlarınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah emremen. Muhammed fayanlar sünnetimin. Sen niye de geldin burada? Vakayete kulluyorsun Allah.
Asiyat almaya geldim. Asiyat almaya geldim. Şagatlar var mı? Var. Şagatsız mı? Allah Teala'nın emrimin, Muhammed Peygamber sünnetimin. Sen ne deyip geldin de? Bakın elbette kızın politikimizin almaya asiyatta ellerinin olu Murat'ka. Şagat var mı? Var. Şagatsız mı? Allah Teala'nın emrimin, Peygamber'in sünnetimin. Ne deyip geldin sen? Bakın elbette kızın almaya amirin olu. Amir tu mu atı? Şunu atamam değil. Tolip'in kızın asiyatta ellerinin oluna Murat'ka Murat'ka almaya. Şagatlarım var. Var. Kızımız razı mı? Kızım razı. Arı olsun. Allah'ın emrimin, Peygamber'in sünnetimin. Sen ne deyip geldin bunda? Ben geldim. Tolip'in kızını vermeyeyim. Kimge? Ellerinin oluna Murat'ka. Şagatlar var mı? var. Daha da var. Allah Teala'nın emrimin, Peygamber'in sünnetimin. Sen ne deyip geldin bunda? Tolip'in kızını vermeye. Asiyattı vermeye. Kimge? Eldar'ın oğluna. Murat'ka. Şagatlarım var. Allah Teala'nın emrimin, Peygamber'in sünnetimin. Sen ne deyip geldin? Tolip'in kızını asiyattı vermeye. Kimge? Eldar'ın Murat'ka. Şagatlarım var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi kâle fi kitabeke ve enkul eyyama. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin aleyhi ve kabul ve sakani ve afiyata ve Allah aleyhi ve ashabihi ve zicini bil ulevini ve nukha'ul halakul yumna ve sahadati olan Cenab-ı Barı olunan akdı İzzibacı eminim ve mübarek eyleyin. Emirlerine bereket, hocalarına sıhhat ve mübarek eyleyin. Emirlerine bereket, hocalarına sıhhat ve afiyet. Rızklarına usaat, değerine selamet, ihsan eyleyin. Ya Rabbi, bu kıyganlıkımızı yüzü dırkanında kabul eyleyin. Dünya evinde kırgın bu avletlerini iki cihanda maskut eyleyin. Ya Rabbi, avletlerini, dini, vatanı, milleti ve ezleri için hayırlı eyleyin. Ya Rabbi, bu yerde bulunan kardeşlerimizin de iki cihanda aziz ve bahtiyar eyleyin. Ya Rabbi, dualarımız kabul eyleyin. Subhan Rabbil Zati Gâme Sifune. Esselamun Allah'ım salline ve elhamdülillahi alemin. Fâki. Allah Allah. Hayırlı yaşlılık olsun. Emirler yaşaları çok olsun. Allah Allah. Bereketli olsun. Kızlarga, yaşlarga. Emin Allah. Мынау ноғай бесік. Мынау ару төсегі. Міне бұлайда тесігі бар. Бұлайда елекені бар. Міне. Мыннан мына тесіктен бала сүйсе сүйдігі мында кетеді. Мында нетпесін деп міне мынау смек салынады. Смек о қойдың мүшесінен етілген сүйек. Мына сүйектен етеді. Оны балаға бір еріне бір яра самасын, бір ерін жемесін деп, міне деп, емсақ шіверек байланады. Емсақ шіверек деп. Қызға бір түрлі тесік етілінеді, ұзынша болып, ясқа төгірек болып етілінеді. Мынау қыздық. Міне, мынау деп, арру болып деп байланады. Міне деп, тесік қалады. Міне мұнда арасында тесігі бар, надан жидкость су кетеді. Міне деп кидіресін, баладың несі бұлайға келеді, и ятады бала. Бұлайға жайылықлар салынады, жайылықларында да сондай тесіклер болады, жайылықларында да. Ару болып бала байланады, науман. Науыт қаты болып, бекті көтір, бекті қаты тұғы. Ну, кені де баладың кеудесі түп-түз болып тұрсын деп, қолы аяғы түз болсын деп. Сыны ярасықлы болсын деп берік болып байланады. Баладың қолы заты бұлқылдап тұрмайды, ару тынышлы ұйқылайды бала. Мынау со недікі. Шыбын зат нетпесін қинамасын деп бұлайға неде салынады, қар ябылады үстіне.
балаға. Міне тынық үйде бала тынышлы ұйқылайды, сүйдікті қинамайды, шыбын да қинамайды, басқа зат та қинамайды. Нау балаға сөйтіп бұрынғыдан көдір ата бабадан қалған адет. Бесік екінші анасы дейді баланың. Бесікке бек үйренеді Бесікте тыныш жатады бала, аяғы қолы сылқынмай тыныш жатады. Екінші анасы бесік дейді баланың. Бұрынғылар сөйтіп айтқандар нау. Сонан себеп бесікте көп жатқан бала арқасын суытпа деп алғандар ятқызып. Онан арқасы суызенді деп тазы сағандар, кешеде сағандар, күндізде сағандар, бесікпен өскен бала. Тамам ары болып жүргізбей. Еңкейіп бесікте де емісткен балады анасы. Бірер бесікте деп таяқты болады. Ниақта болғаны міне мұнда қара. Мынау оң яғы. Мына оң емшегімен деп былайға отырып бесікті бөліп құтығаннан соң оң емшегін беріп балаға сөйтіп еміскен. Оны еміспесе, бала бесікке жатқанда еміспесе, шайтан еміседі дейді. Ашы. Именно балады бесікке сағынан соң балады еміспе керек. Бисмилла, я Алла, я Расулалла. Я Алла. Seni көтерген қолым, я Алла, арпа бойың өссін. Я да бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Оңыма елері. Оңыма елері. Оң. Оқ жанынан оқ. Оқ жанынан оқ. Теріс. Оңыма елері. Терісін елері. Теріс. Пу машалла, я Алла, я Расулалла. Аяны. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Resulallah. Hayırlı uğurlu bala bol. Sosuyla sengirgenler kom bereket kılsın. Ya Allah. Bereketleri көп olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oğuma yeleri. Оң. Не, енді қалды. Орап көрісті сен. Ора. Қарайын зат екен. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Resulallah. Артың өрімді болсын балам. Сол. Міне үйгөз өрімді болсын. Андай кімге де өрімді болсын наймегеде. Бізге де бір яс келсін соның артынан. Сол. Емин Алла. Allah, ya Resulallah. Бес яста келсін. Баланың көптігі. Баланың көптігі. Баланың көптігі жоқ. Құран егер сенде бір яс келсін да? Әкем кел. Ян берші. Байладым. Міне. Байлағама. Балам, бел тұрсын, қоян ыслап келтірсін. Қоянынан айрылып, орамда йылап олтырсын. Балам, бел тұрсын, түлкі ыслап келтірсін. Терісінен бөр киіп, қунақ болып ол жүрсін. Балам, бел тұрсын, бөрі ыслап келтірсін. Терісінен тон киіп, өктем болып ол жүрсін. Балам, бел тұрсын, аю ыслап келтірсін. Терісін ерге төсіп, түргі шығып олтырсын. Балам, бел тұрсын, арслан ыслап келтірсін. Терісін түргі төсіп, түрі болып олтырсын. Құтқалардың тілегі қабыл болсын сағады балам. Тұрсын, арғымаққа ол мінсін. Ел батыры ол болып, яшау зауқын ол сүрсін. Ел батыры
ол болып яшау зауқын ол сүрсін. Ey yakların onun ulamından ulatkan, tizleri onun kuyulgan, kelpetmen kalktırıp şişbekten tizdirgen, tilleri onun tıyılgan, kömük oydan tetik bilen söyletken, koltuğuna kosar yastık saldırıp, beline bota buydurıp, koluna almaz kemdirip, altıda bozdu yektirip, %70 yasın yasagan sıvıravılı sırtkar çıraudı keltirdim. Ol bilmese kim bilir, kobu oldu nasılın oy. Sonda sıvıravılı sırtkar çırau, tili de kurmelip kemeyde söylergü. Onu görüp toxtamızgan, iki tostakay bal su verdim. Bal suda simirgendi, bal birokko tüskündü, birok balman piskendi. Kobuk oldu nasılın şeşip basladı. Oy. Ey toxtamızgan bilmeysin, bilmey kobuk oldu kuvlaysın. Altında taktan tüsürür seni kubuğul, altın taşındı basına kiyer kubuğul. Kır savlı çıgaranağından, шығып da aşar kubuğul. Kubup da bargan askerine didav, komgap durur kubuğul. Mine әлгі ястарға айтсам, кел міне еңгілеуді үйретейік сам, міне деген домбырадың міне заты. Еңгілі ме? Жеңілі деді балы. Үйрекке кіреді, қайтып шықпайдаған заты. Олар әлгі ястар не деп айтадан білесіз бе? Үйрегім ашиды, ауырайды, сызлайды. Қой дейді. Қарттай болып дейді, домбыра шалып қарттай болып. Оларда сәсем түрлі ой сәсем, міне, түрлі. Домбырада үйретеді міне школа искусством келеді ма? Келеді. Мен оларды еңгілеп, именно міне самобытный пениеге, старинный самобытный пение, соғы үйретпе шалсам. Бір-бірде мамалар әкеледілер. Әлі уже әкелікті қойылдар. Көгілдім көлде не пайда, яғасы биік яр болсай. Ей, су ашы балық аз, ей, өзі де айлақсай болса, ол көлерден не пайда, ол көлерден не пайда. Ярық күннен не пайда, көгінде күн күлмесе, ей, қызлар иған мамықтай, ақ бұлыттар yüzбесе, ой, бұл өмірден не пайда, бұл өмірден не пайда. Қартлық шақтан не пайда, қартайып күйес көрмесең, асыл болған ұл қызың, ей,
қиындақла білмесе, ой, ол балалардан не пайда. Ол балалардан не пайда. Көп достардан не пайда, достығың сенің білмесе. Үссіге бірге елініп, суықта бірге тоңмаса, ой, ол достардан не пайда. Ол достардан не пайда. Көп білгенде не пайда, білгенді іште сақласаң ай. Ясларды иіп қасыңа, ей, білгеніңді айтпасаң, ой, бұл өмірде не пайда. Бұл өмірде не пайда. Ақыл берген әдемге, ей, өзім білем кеттесем, ей, бұл өмірде не пайда. Халқыңай, халқыңа құлық етпесең, не пайдай, халқыңай құлық етпесе. Дорогие друзья, мы надеемся, что после просмотра видеосюжета вы открыли для себя нечто новое о нагайцах. А может быть, кто-то из вас сказал и так: как же похожи наши традиции, культура и даже языки. Ведь действительно, тюркские народы, населяющие СНГ, очень близки друг к другу по своей культуре и обычаям. Ну а продолжит эту тему наш гость из Крыма Исмет Шейхзаде. Вассаламу алейкум, Яндан. Ахшам шерфунс барек олсын, Рамазан құтлы болсын сізге. Вторая часть у меня продолжает, в общем-то, дипломатию уже 17 века, только конец 17 века. И перед вами тоже не менее знаменитый документ, чем предыдущий. Это Бахчисарайский мирный договор. Вот вы видите оригинал этого договора, который хранится сейчас здесь, в Москве, в Российском архиве древних актов. И Бахчисарайский мирный договор 1682 года. По статьям этого договора город Киев, например, отошел к России. Вот это того времени 682 года событие. И вы видите, что здесь показан такой именно сад, внутри которого находится вот тугра, изображающая Мурат Гирея. И вот ворота той самой Бахчисарайского дворца, где орнаментировано точно так же, как самый Бахчисарайский мирный... Что такое? Что такое здесь? Бахчисарайский мир... Что такое? Почему ключ? Прошу прощения. Теперь прошу обратить внимание, вот слева от меня вы увидите два больших постера. И это постеры, которые показывают, как в архитектуре проявились удивительным образом вот эти исторические факты. Вот вы видите нишан, который мы смотрели в первой части, и здесь же печать Селимгирея Хафыза. В первом случае вот по точно такому планировке построено в Бахчисарае Занджирлы медресе. Точно такой план этого здания. И здесь в форме тамги хана Селимгирея построено уже вот здесь тамга хана Селимгирея и построено в Кремле
в Московском Кремле здание, которое фиксирует место, где когда-то находился дворец ханов Золотой Орды. И возвращаясь к центральному нашему экрану, следующее вы можете видеть, как вот это воплощается уже в лингвосубстанции ногайского языка. Поздние документы, в данном случае можете увидеть здесь в архиве же сохраненный карту, известную карту на исламской основе, созданная карта мореходная Черного, Мраморного и Азовского морей из канцелярии крымского хана. И вот уже поздние документы, и вы видите, что главный характерный признак этого тугра уже немножко другой формы имеет. Но главное, что весь текст, вплоть до 18-го, как мы смотрели, начиная с 15 века из Крыма, основная лингвосубстанция, обороты речи и формулы обращения, протокольные и дипломатические, все на основе ногайского языка. И вот дальше вы видите фрагменты тугр поздних гиреев 18 века, Каплан-гирей, в данном случае это Шахин-гирей, это тоже Шахин-гирей, последний крымский хан. И вот здесь вот тугра Крым-гирей хана, видите, какой прекрасный образец каллиграфии. Здесь хатат, мастер по каллиграфии, видите, сначала и до конца вот, выводит эту тугру, и пока не просохли чернила, он присыпает золотым порошком. Вот лишний раз фиксирует такое свое мастерство. Та же самая тугра гирея Крым-гирей хана, и уже в составе Российской империи после Екатерины II. И в Российской империи крымские мурзы ногайского происхождения, это известные ногайские рода Ширины, Барыны, Аргыны, Мангыты и так далее, они получили вот такие верительные грамоты на княжении, скажем так. Вот это знаменитый род Ширин-Марзавар, это их генеалогическое древо. Протокольные традиции иностранных государств монгольского мира представлены вот через посольский дворик Бахчисарайского дворца. Османская империя. Вы видите, вот в данном случае это султан Мурад. Традиции османские уже от степных отличаются. Вы не видите здесь степь, да, вы видите здесь Остан, такой образ Гюлистана такого. И алемы, которые венчают и реальные сооружения, и тугры ханов, и в них, конечно, идет мусульманское богословие. Иран, очень интересный сегмент монгольского мира, времен хулагидов, сохранил протокольные традиции, тоже ногайской традиции. Вот, например, письмо иранского шаха Аббаса Петру Первому, и вот титул русского царя в 1717 году иранский шах пишет по-ногайски. Он пишет «Улуби Акхан Улуби», то есть великий падишах, белый хан, это к Петру Первому обращение. Тоже образец, как русская канцелярия посольского приказа изучала мусульманское богословие на основе иранских, в данном случае, документов. Вот здесь вот кириллицей просто переведены на кириллический текст, транслитерации, текст мусульманского богословия. Московское государство – это Грановитая палата XVI века. И тут же мы можем видеть документ русского царя Михаила Федоровича Романова 1628 года производства. Письмо, адресованное крымскому колга-султану. И вот примечательный момент, вот это не что иное, как герб российского государства, вот 1628 года. Это конец уже 17 века. Тот же самый герб, но уже с грамоты царя Иоанна и Петра Алексеевича Романовых. Перечевывается с арабской это как «милостью владыки Майров», «Бинаяти Раби Алямин». И это тугры уже русских царей XIX века. Это Ногайская конференция в Петербурге, которая вот проходила в 2004 году. Это Юсуповский дворец, корни которого тоже идут от ногайского Мырзы Юсуфа, отца знаменитой героини Казани Сюмбике. Это Аккая знаменитая, это место, где венчались ханы на престол, где возводились ханы на престол Золотой Орды. И вот когда хан воцаряется на свой престол, на Аккая, это значит, происходит вот такой сакральный жест интронизации. Это Аккая, и
с моим таким небольшим экспозиционным акцентом. Это последний слайд вашему вниманию. Это выставка в Айя Софии, первая выставка современного искусства в этом сооружении. Первая мечеть Стамбула, Айя София. Сау болыңыз, бар болыңыз. Сау болыңыз, Есенет. Ну что ж, близится к концу наш вечер, дорогие гости. Буквально через несколько минут прозвучит призыв к вечерней молитвы. Но прежде чем завершить сегодняшнюю программу, мы хотели бы предоставить слово руководителю Ногайской общины города Москвы, являющемуся одновременно заместителем муфтия города Москвы Рашиду Хазрату Акказиеву. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хош келдиңиз, аяулы ноғайлар. На самом деле я только официально являюсь руководителем Ногайской общины, а истинными руководителями Ногайской общины являются наши аксакалы. Это и Салтанбек Нукаевич, и все остальные наши уважаемые старшие ногайцы. Мы всегда прислушиваемся к их мнению, советуемся и стараемся вместе делать что-то полезное для нашего народа. Прошел целый год, дорогие братья и сестры, со времени нашей последней встречи в шатре Рамадана на Ногайском вечере. За этот год было сделано немало, в принципе, можно сказать, что достаточно много было сделано. Вы видите на своих столах диски со сборником ногайских сказок. Это подарок от Ногайской общины. Пожалуйста, не забудьте его с собой забрать. Это был ограниченный тираж. Иншаллах, если понадобится, мы выпустим еще. За прошедший год были проведены интересные мероприятия. Была проведена Ногайская лига по футболу среди московских ногайцев. Были также награждены наши ветераны, ногайские ветераны Великой Отечественной войны медалью Ногай Батыри. Эта медаль учреждена именно нашей Ногайской общиной и вручалась ногайским ветеранам в разных регионах проживания нашего народа. Также была вручена номинация «Человек года» нашему уважаемому Арсланбеку Султанбекову, самому нашему сегодня выдающимся, можно сказать, исполнителю ногайских песен. Был открыт интернет-магазин «Сандык Биз», который участвовал во многих мероприятиях. И было сделано также много других полезных вещей. С одной стороны, сделано немало, но с другой, дорогие братья и сестры, дорогие земляки, дорогие соплеменники, перед нами стоит на самом деле очень много других больших задач. То есть тех задач, которые стоят перед нами, намного больше, чем то, что мы уже сделали. В первую очередь нам нужно заняться и очень срочно сохранением своего родного языка, потому что ногайцы в силу трудовой миграции распространились по всем городам России, в частности в городе Москве проживает очень много ногайцев. И наши дети ходят в школы, в детские сады, они забывают свой язык, они забывают свой родной язык. И если мы с вами, ногайцы, не объединим свои усилия и не откроем курсов ногайского языка, культурных центров для наших ногайцев, то ногайский язык может стать достоянием истории. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Другая важная задача, это, к сожалению, сегодня все еще есть ногайцы, которые не имеют высшего образования. И другая задача, которая стоит перед нами, расширить возможности для ногайских юношей и девушек по осваиванию, по поступлению в российские вузы в различных регионах нашей великой Родины. Это большие задачи, которые стоят перед нами. Они требуют от нас объединения усилий, объединения наших средств, объединения наших забот и мыслей. И мы надеемся, что после сегодняшнего вечера многие из вас, аяулы ноғайлар, будут активно участвовать в деятельности Ногайской общины. Сегодня на нашем вечере прозвучали замечательные песни, замечательные нашиды. В них многие из вас услышали такие слова «Ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах». Это не просто слова, это формула ислама. Эти слова означают «нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха». И Мухаммад пророк Аллаха, посланник, его последний посланник, печать пророков. Это не просто слова, эти слова были смыслом жизни для наших дедов и прадедов. С этими словами ногайцы рождались и умирали. И возрождение ногайского народа должно идти именно в контексте традиционных для ногайцев мусульманских
духовных ценностей. Всякие иные формы возрождения на самом деле являются перерождением, а не возрождением. Поэтому, иншаллах, остался еще один, у нас осталось немного времени до ифтара, осталась маленькая процедура, которую мы сейчас хотим провести. Многие из тех, которые присутствовали на Ногайском вечере в прошлом году, и многие из тех, кто постился вместе с Рамадан в прошедшем году, они уже не дожили до нашего этого Рамадана. В прошлом году здесь, на этой сцене, в нашем шатре выступал наш замечательный молодой певец Расул Сиитов. И, к сожалению, это оказалось нашей последней встречей. Расул Сиитов ушел из этой жизни. В этом году его с нами нет. И никто из нас не знает, доживет ли он до следующего Рамадана. Но слава Аллаху, хвала Всевышнему, то, что Расул Сиитов, прежде чем покинуть этот мир, он совершал намаз, он соблюдал свою религиозную практику. И дай Аллах, чтобы каждый из нас, каждый из присутствующих, прежде чем уйдет из этого мира, сумел бы открыть для себя религиозную практику, духовную практику, и ушел из этого мира только со словами «Ля иляха илlallah, Мухаммаду Расулуллах», потому что помимо успешности в этом мире, о котором замечательно рассказал наш уважаемый учитель Шамиль Хазрат Аляудинов, помимо успешности в этом мире, конечно же, для нас важна успешность, важен успех в вечности, в ахирате, в том мире, где мы останемся навсегда, а не будем пребывать временно, как в этом. Сейчас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, вы видите, справа от меня находится баннер, на котором изображено дерево. Это не просто дерево, это дерево мусульманских добродетелей, дерево благих качеств. Каждый день туда приклеивается листок с новым качеством. Это делают уважаемые гости, уважаемые почетные наши аксакалы. И я хочу попросить нашего уважаемого аксакала, нашего старейшину Султанбека Нукаевича, пройти сейчас с нашим помощником к этому древу, Талгат здесь, и наклеить качество следующего дня. Качество следующего дня посвящено правдивости, дорогие братья. Итак, эти качества, дорогие братья и сестры, мы наклеили не потому, что каждый день должно соблюдаться одно качество, а для того, чтобы воспитать в себе все эти качества, которыми должен обладать мусульманин, мусульманская умма, украшать собой сегодняшнее общество. Это должны делать мусульмане. В том числе, наряду со всеми своими другими соотечественниками, мы должны быть благим примером, как и завещал нам наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И я очень прошу всех присутствующих, особенно тех, кто у нас первый раз, подойти после ифтара и к этому дереву, почитать, познакомиться, ознакомиться с теми качествами, которыми мы должны обладать ежедневно. И месяц Рамадан – самое удачное время для того, чтобы попытаться воспитать в себе эти качества. Воспитать одно за другим, каждый день, одно качество, два качества, на ваше усмотрение. Но это те качества, с которыми мы должны вести свою жизнь, с которыми мы должны идти по этой жизни и закончить ее, обладая этими качествами. И именно тогда мы сможем для всего большого общества сделать что-то полезное, и в том числе для своего народа. Дорогие братья и сестры, осталось совсем мало времени до ифтара, практически 1 минута, поэтому сейчас прозвучит азан, с которым можно будет приступить к трапезе. Спасибо за внимание. Саламу алейкум ва рахматуллах. Итак, наш вечер подошел к концу, дорогие гости. Сегодня в шатре был Ногайский вечер. В последующие дни вас ожидает еще много интересных программ в шатре Рамадана. Поэтому будьте с нами, заходите в гости, зовите своих близких и друзей, независимо от национальности и вероисповедания, в наш шатер Рамадана. А я прощаюсь с вами, желаю вам приятного разговения и общения. Да примет Всевышний ваш пост. Ассаламу алейкум. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله О Аллах, мы постились ради довольства Твоего, уверовали в Тебя, положились на Тебя и совершаем разговение, используя дары Твои. Прости нам прошедшие и последующие прегрешения, о Всепрощающий.